Тенденция. Спасибо большое, Елена. Спасибо. С нами была востоковед Елена Супонина. Даже те региональные игроки, которые оставались в орбите США до последнего, сегодня уже не так охотно выполняют пожелания старшего товарища. Пример. Иракский Курдистан. Курды, безусловно, благодарны американцам за то, что те их спасли от Саддама Хусейна и поманили за собой возможностью построить независимое государство. Но когда речь идет о своем выживании, тут уже не до чужих интересов. В Эрбиле, столице иракского Курдистана, откуда международное обозрение накануне вернулось, мы встретились с сыном президента Барзани, Масруром Барзани. Именно он, Масрур Барзани, один из наиболее информированных людей в Курдистане по вопросам безопасности и войне с ИГИЛ. Масрур контролирует курдские спецслужбы как советник по вопросам безопасности при отце-президенте и командует одним из наиболее ответственных участков фронта. Может ли кто-то справиться с ИГИЛ в одиночку, спросили мы его. Как я и говорил, это международная проблема, и она требует международного ответа. Авиаудары — это хорошо, но никогда недостаточно. Международное сообщество должно сделать больше, чтобы победить ИГИЛ на земле. К сожалению, региональные державы не планируют подобного или в настоящий момент не готовы к этому. Требуется немедленное военное поражение ИГИЛ, а для этого нужно гораздо больше решительности международного сообщества и, конечно же, России. Ее участие могло бы быть очень полезным, мы полагаем. Считаю, что если это будет сделано в координации с прочими участниками международной коалиции, это принесло бы лучшие результаты. Но высказываются опасения, что вот эти самолеты или что бы это ни было, что вроде бы направляет Москва, будут действовать в первую очередь в интересах Асада, а наши западные партнеры очень активно возражают против действий Москвы. Мы же полагаем, что это будет вкладом в борьбу с главным и общим врагом. Как бы вы это прокомментировали? Я могу сказать, что не должно быть каких-то причин, что не позволяют какой-либо стране, которая желает бороться с ИГИЛ, не делать этого. Мы понимаем, что у разных стран есть свои интересы, и что существуют альянсы стран. Но это не главное. Главное, каким образом победить ИГИЛ. И какие бы ни были причины, и кто бы не хотел принять участие, я считаю, должно быть место для них, чтобы внести свой вклад и принять участие в том, чтобы победить этого общего врага всего мира. Сколько лет прошло с последней иракской войны, с 2003 года, а независимости Курдистана так и нет. Курды без иракской армии сдерживают террористов ИГИЛ, которые лезут с юга, с материка, не получают помощи от Багдада и всерьез думают, что пора оформить развод полюбовно. Выгод от общего дома с Багдадом иракские курды больше не видят, и даже американцам не удается найти нужных аргументов для курдов против развала единого Ирака. Именно война с террористическим исламским государством станет тем спусковым механизмом, который, мы так полагаем, приведет к переделу нефтеносных земель Ирака в пользу курдов и к провозглашению независимости Курдистана от Ирака в будущем. Репортаж Международного обозрения с Курдского фронта. Линия укреплений тянется далеко, насколько хватает глаз. Часть осталась от иракской армии, но основное построили сами. Пешмерга, курдская армия, заняла позиции армии федеральной иракской уже давно. Линия фронта стабильна, но регулярно происходят попытки прорыва. ИГИЛ рвется в богатые нефтью земли вокруг города Киркука. Иракские курды здесь последнее препятствие для них. Вымотанные от жары и бессонницы люди, которые воюют старым советским еще оружием. Из нового на позициях есть только редкие французские переносные ракетные установки. Из того, чем они победят, есть вера в правое дело и храбрость. На войне качество картинки не имеет особого значения, поэтому извините, пожалуйста, если чего не было видно. Вот единственное, пожалуй, комфортное помещение на всей вот этой вот военной базе. Здесь есть чайник попить чай, телевизор, который работает, и даже кондиционер работает, поэтому единственное прохладное место здесь. На улице около 40 градусов. Здесь же бойцы и спят. Дальше за углом сразу бруствер, передняя линия обороны. А за ней буквально в нескольких сотнях метров деревня, которую сейчас контролируют боевики ИГИЛ. Они вылезают из своих нор, когда стемнеет. Самое опасное время — это примерно от часа до 2 часов ночи. Если мины начали прилетать в это время или перестрелка началась, это означает, что нападение спланировано. Если в течение дня 1-2 выстрела, это значит, называется, на дурака. Кто-то выбежал, выстрелил и спрятался.
Вместе с командующим фронтом на передовой съемочная группа, плюс целая толпа штабных. А с той стороны за этим парадом внимательно наблюдают в оптику. Для пешмерга демонстрация бесстрашия, постоять в полный рост, показать врагу, что не боишься, не самое разумное, к слову, занятие, это норма. Но у ИГИЛ минометов на участке не оказалось, а пока их подтянули, прошло примерно 15 минут, так что по этому форту ударили уже после того, как мы уехали. С логистикой у террористов тоже бывают проблемы, как в любой армии. Тем более, что у исламского государства и есть настоящая армия. Известно, что на стороне террористов воюют бывшие офицеры саддамовской армии и почти весь корпус Фидаин Саддам. Хорошо обученная и на редкость жестокая милиция еще Саддама Хусейна. Неудивительно, что нынешняя иракская армия на Северном Курдском фронте в большинстве мест попросту бежала, побросав оружие. Это место очень стратегическое, очень богатое нефтью, газом и источниками воды, а также электростанции, стратегические высоты, которые контролируют это место в губернаторстве Киркука. Иракская армия, которая находилась в этих местах и контролировала безопасность, не только покинула эту территорию, но и оставила все свое оружие и боеприпасы ИГИЛ. Танки, пушки, тяжелое вооружение, склады, все, что было в их руках, все оставили. Это наш русский пушки? Ага. Да. Старые, но хорошие. Очень старые, очень хорошие. И отсюда вы их обстреливаете? Да, по всему этому району, если они начинают движение, то мы сразу же начинаем обстрел. Через 10 минут. А на той стороне есть артиллерия? Кто? Они? Да. Они партизанят в основном, они прячутся среди гражданских. Под Хавиджей есть, но мы ее не можем засечь. Багдад оружие своему региону не передает. Курды воюют трофейным. Официально и Россия сюда поставлять ничего не может. Все поставки оружия всегда межгосударственные, между правительствами государства. Иракский Курдистан, по крайней мере формально, часть Ирака, де юре подчинен Багдаду. Так нынешняя война с ИГИЛ постепенно становится курдской войной за независимость, о чем уже говорят открыто. Ни арабы-сунниты, ни арабы-шииты не хотят, чтобы курды ими правили. А также шииты не хотят, чтобы сунниты ими командовали. Или сунниты, чтобы шииты ими командовали. Почему курды должны согласиться, чтобы арабы ими командовали? Стыдно нам, как нации, как курдам, оставаться в составе Ирака. Поэтому мы уже не чувствуем, что мы принадлежим к этой стране, которая называется Ираком. Мы курды и живем в Курдистане. И мы нация, которая строит демократию. Пешмерга при этом прикрывает не только иракских курдов, но и отправляет своих бойцов в Сирию на помощь отрядам народной самообороны, сирийским курдам. А в иракской части фронта за спинами пешмерга и сотни тысяч арабов, которые бежали от ИГИЛ и нашли убежище в Курдистане. Разницы в религии тоже не существует. Сунниты, шииты, христиане в опасности все. Езиды – древняя конфессия. ИГИЛ не считает ее последователей людьми, а езидские деревни уничтожаются полностью. Сейчас сотни тысяч курдов езидов живут в лагерях беженцев. Там у меня брат живет. У вас большая семья, да? Больше года назад террористы захватили деревню Шингал. Немногие те, кто спасся, с ужасом вспоминают, как боевики предлагали принять ислам и потом все равно резали. Женщин, детей, всех, чтобы кровью неверных не испачкать ножей. Сейчас даже беженцы следят за новостями. Кто вернет тех, кто в плену? Кто отомстит за убитых? Кто восстановит справедливость? Я простой человек, я вообще не лезу в политику. Мы говорим, что, возможно, Америка приложила руку к тому, что происходит на Ближнем Востоке, и особенно в Ираке. Мы думаем, что Америка создала ИГИЛ, и все, что случилось с нами, она могла бы быстро остановить все это. Их война против ИГИЛ – несерьезная война. И мне интересно, какой интерес у европейских стран, что они так поступают с Ираком. Все эти люди стали беженцами, кто утонул в море, кто умер от голода. Кто выиграл от этого? Я хочу это спросить. Мы видели по телевизору новости про русских в Сирии. Мы очень рады были услышать эту новость. Настоящая сила придет воевать с ИГИЛ. Прибыла в Латакию реальная сила. Там находится русская база, и туда прибывают самолеты с гуманитарной помощью. И, возможно, будут нанесены сильные удары по ИГИЛ. Мы очень обрадовались этой новости.
Камаль Киркуки, член руководства Демократической партии Курдистана, легендарный командир, рука ранена еще в войне с Саддамом Хусейном. То, что его парни прикрывают именно Киркук, считает делом чести. Этот город не вошел в автономию Курдистана при Саддаме и после Саддама формально оставался вне региона. Но теперь ком фронта Киркуки город Киркук не отдаст ни ИГИЛ, ни Багдаду. Мы надеемся, что на следующей неделе будут и другие темы, кроме войны с терроризмом на Ближнем Востоке, и нам не придется переименовывать программу. Это было международное обозрение, и я, Евгений Примаков. Доброй ночи и удачи!